Хәзерге вакытта Миномартта гөрләп, шау-гөр килеп, Башмагым спектакльнең репетициясе бара. Ну, я же понимал, что это определенный жанр. Вот. Тем более я летом прослушал концертный вариант, музыку я как бы услышал. Вот. Потом текст я начал читать текст. Мне показалось очень как-то забавным. Мне показалось. И потом я сравнивал. Есть же первый вариант, автор еще, который дореволюционный вариант «Башмачки». Эта история вообще она как бы была популярна еще. Гоголь писал о том, что вечера на хуторе блести коньки. Вот. Башмачки, туфельки. В истории татарской музыки есть ряд очень интересных, ярких таких сочинений, которые в своей истории показали очень такой интересный, яркий и очень правильный ход татарской музыки. Вот музыкальная комедия «Башмачки» как раз из этой серии, потому что это произведение, любимое народом. Мы все помним эти прекрасные мелодии, мы помним этот искрометный юмор, мы помним эти остро-социальные вопросы, которые, наверное, до сих пор актуальны. Башмагым музыкаль комедиясы 42-нче елда беренче тапкыр дөнья күрә премьерасы була. Ул бит бүтән кешеләргә бик авыр вакытта иҗат ителә. Бүтән халыкның рухын күтәрә. Хәтта Муса Җәлил дә Җәүдәт Фәйзи белән очрашуда аңа шундый сүзләр әйтә. Бу безнең җиңүгә беренче адым дип әйтә. Считается, что это первая музыкальная комедия, написанная татарским композитором. Первая даже не музыкальная комедия, первая оперетта, полноценная, с ариями, с интересным, веселым сюжетом, легким. Безнең бит хәзер оркестр кичәйде, зурайды. Һәм безнең репертуарда, мәсәлән, Зәңгәр шәл, Гыргыридән башка, әле әтәшмәгән читәнгә, ләкин анда бәләкәй генә состав. Шуңа күрә шундый зур оркестр була торып, музыкаль спектакльләр безнең аз. Шуңа күрә без Данияр белән менә уйладык та, ул тәкъдим итте, әйдәгез инде менә Башмагымны зур сәхнәгә, концерт варианттан соң. Шуннан менә мин тотындым. Мы к этому шли очень давно. Та-та-та-та-та-та-та-та. И потом, смотрите, нету нон, все, нон-легато. Все уберите. Нет, подожди. Ты на легато всю фразу не надо. Надо каждую 16-ю. Ля-па-па-па-та-па-та-та-та-та-та-та-та-та. Каждую... Вот. Надо сейчас записать это. Беренче мәртәбә оркестр белән җырлау минем өчен шәхсән минем өчен бик катлаулы иде, куркыта иде. Хәзер мин җиңелрәк кичерәм әлеге процессны. Без Ришат белән икәү Галимҗан образын тудырабыз. Рәйхан белән Айгөл Сәрвәр образын тудыралар. Ничек күңелле күрәсезме? Урмандагы шикелле. В основе либретто, вообще всей истории, лежит очень интересный материал, литературный материал знаменитого в 20-30-е годы татаро-башкирского драматурга Хабибулы Ибрагимова. И вот «Башмагым», как инсценировка татарской народной песни «Башмачки», как раз принадлежит идея, и как бы весь синопсис принадлежит Хабибуле Ибрагимову. И я знаю, что в нынешней постановке главный режиссер этого спектакля Фарид Равкатович Бекчентаев, он как раз объединил, такой смиксовал и идеи Хабибулы Ибрагимова и Таджигизата. Это не та оперетта в полноценном виде, которая шла в оперном театре. Это все-таки здесь мы работаем по законам драматического театра. Используется не либретто,
который был написан к этой оперете, а используется пьеса. Біз менен ничектир Данияр дирижерыбыз белән тырышабыз сакларга музыканы. Аның теге керешелеше бар, ария беткәч аның теге бетми торган өлеше бар. В некоторых случаях прям кардинальные изменения приходилось вводить. И чтобы не потерять и не переписывать совсем номер, мы чуть-чуть ввели изменения. Вся нотная структура, все сохранилось, просто ритмический рисунок немножко поменяли. Ввели ударный инструмент. И получилось, на самом деле, как будто бы совсем другой, что-то новый номер, хотя ничего не изменилось. Да, это не оперный театр, естественно. Это не опера, естественно. Но когда актеры поют арию, им приходится задумываться не только над задачей сказать текст и сыграть роль, но еще и спеть, и притом спеть точно, спеть ритмично. Помимо того, что надо играть, ты еще должен спеть, ты должен услышать музыку оркестра, третьим каким-то глазом посмотреть на дирижера, где он там тебе что-то покажет. И все это надо запомнить еще. И что от тебя еще режиссер требует. Лежа петь, сидя петь, колесо крутить. Бізде бит җырчылар шәп, артист җырчылар шәп. Әгәр дә алар булмаса, әлбәттә, башмагым кебек музыкаль әсәргә тотынуның мәгънәсе юк. То, что сейчас делают наши артисты, это наивысший пилотаж, на самом деле. Безнең Галимҗанга килгәндә, ул шундый үҗәт җегет, хәйләкәр җегет, батыр җегет. Ул теләгенә ирешергә күнеккән җегет. Нидә сине нишәтле хатын белән каптыра? Анда безнең тагын нәрсә чыгып кала. Монда биюләр дә безнең бик матур, җырлар да матур. Шулай ук Алла буйрса безнең костюмнар да, менә әле без эскизларын күрмәдек, алар бөтенесе дә шундый төрле төстәге булачак. Мы когда с Сергеем Геннадьевичем, с главным художником, сели это обсуждать, и я поняла, что у нас вообще как бы цветовая гамма и концепция прям вот совпала. То есть, видимо, как-то на данный момент такая идея витала в воздухе, и она посетила одновременно наши головы. С Мариной Марьянич мы работаем очень в хорошем контакте. Она получила золотую маску у нас. Она моя ученица. Мы с ней как-то в доверительных отношениях. Она старается меня понять, я ее. И поэтому работа ведется ВКонтакте. Когда есть задумка общая, то мы уже из этого вычленяем то, что каждому нужно, и собираем единый образ. Так, вот эта фактурка, это у нас мальчики вот будут такие светленькие. Вот они у нас в парах с девочками. Вот девочки у нас такие воздушные. Так, на мальчиках будет вышивка вот здесь вот, на рубашечках, на брючках. Взрослая масса, то есть она такая темная, с охранниками. Мы с артистами это обсуждаем, они приходят, говорят, тут у нас там как бы танцы, я смотрю, что они танцуют, и уже как бы по ходу придумываешь, чтобы было удобно, чтобы там как-то рукава можно было убрать, закатать, когда какие-то интенсивные движения. Ткани достаточно стречевые. Ну и да, вот актеры приходят, мы какие-то моменты учитываем, чтобы по удобству им было. Мне нравится, чтобы присутствовали силуэты,
татарского костюма. Мы как бы не исторический фильм, не документальный, поэтому это должно быть связано с нашим временем, чтобы нашему зрителю это было интересно и понятно, молодежи. Ну и более взрослое поколение мы тоже будем удовлетворять как раз-таки этим татарским колоритом. Вот, но и вообще это должно быть красиво. Bu spektakl bizning uchun da Farid abi uchun da bigrak tayinda zo'r yangilik. Farid abi bu spektaklni ishlay boshlaganda bizga endi ishoralar bilan sezdirgan edi. Meniki tugul deb berag endi shulay aytdi endi u. Lekin tura bora o'zida mavg'ib ketdi. Hozir repetitsiyalarda u nechikdir rahatlanib, shulay ilhamlanib, ta'min topib shuning qay bir kuzatamiz bizani zaldan. Музыка как бы должна, хоп. Ну ты громче. Такая прозрачная музыка, очень ясный сюжет, чистый. Как-то натолкнули на мысль, что вот витражи, которые существуют в мечетях, существовали в жилых домах, усадьбах старых, они очень близки по настроению, по содержанию к этой музыке. То есть она многоцветная музыка и многоцветная татарская культура. Она вбирает в себя все, что есть, все цвета, все оттенки. Поэтому хотелось взглянуть на эти истоки вот с новой стороны и на сцене показать вот эту прозрачность, чистоту, легкость, ясность мыслей, культуры, изображения. Что, Тарас, она и так будет светиться. То есть там же еще вот стеклянный колпак будет, он будет светиться. Ну вот завтра только обещают. Тогда, может быть, теплым оставить? Да, какой-то, чтобы его собственный свет, чтобы мы его видели. Ну, я вот говорил о полифоничности татарской культуры, искусства. И это характерно и для костюмов, и для вышивок, и украшений, когда сочетаются много разных цветов, фактур. Татарская культура вообще вбирает в себя очень много, потом много отдает. Поэтому такое немножко цветное, все яркое. Андағы вақиғалар ниндейдір ойлар қозғата екен, ол бүгінгі ойлар әлбәттә. Но біз міне Сергей Геннадьевич рәсем біз білән ойлай башладық, башмақ нинди булырга тиеш ул башмақ. Анда бит әйтелә, мәсәлән, аукционда сатып алдым мин ул башмакны дип. Сатып алдым түгел, теге бай кеше сатып алган, бүләк итеп булачак кәләшенә. Biz oyladık 500 soğum. Hazırki akşa bilen büyük akşa. Büyük kıymetli, büyük kıymetli auksionda satıla тұрған başmak bulgaç, nindi bulurga tiyiş ol. Elbette birinci oy, elbette ol gajayip motor bulurga tiyiş. Kişi motorluk bilen nişlerge bilmeydirsin aytkanda. Аны тұтып болмай, аны бізде бит әйтем дә бар. Татар тұтып қарамыйша шанмай. А бу инде шундый матур башмак, хәтта Сәрвәр дә шул героиня да нишләргә белми аның белән. Шуңа күрә без беразына финалны да үзгәртергә уйладык, карарбыз. Ничегрәк килеп чыгар. Сейчас будет такой, я считаю, выпускной экзамен. Для нас, для всех, для оркестра, для артистов, такая серьезная музыкальная работа в театре.
И я уверена, что с вокальной точки зрения, с музыкальной точки зрения это будет просто великолепный такой подарок казанцам, вообще всем татарстанцам и всем туристам, всем тем людям, которые любят театр и любят национальный театр. Сегодня возрождение музыкальной комедии «Башмагым» — это действительно яркое событие в истории татарского театра. И очень хорошо, что Камаловский театр взял его в репертуар, вернул его в репертуар. Хочется, чтобы все было естественно и органично, несмотря на такой условный жанр. Жанр очень условный. Но как сделать, чтобы это все безусловно? В условном жанре надо жить безусловно. Вот как-то это надо добиться этого.